В нашей семье были два военнослужащих, которые воевали в Великой Отечественной войне и вернулись с войны домой живыми и стали героями войны. Это дедушка нашего папы Айдара Фиса и дедушка нашей мамы Байжанов Айнаш. Айдаров Иса, старший лейтенант. Айдаров Иса родился 15 августа 1922 года в станции Арысь, Южно-Казахстанской области. Работал учителем в вечерней школе станции Арысь с ноября 1940 года, после окончания Оренбургского педагогического университета. 10 января 1922 года поступил на службу. Вступил в состав 69-й стрелковой дивизии 30-й армии Западного фронта. Закончив службу в 5-й стрелковой Орловской ордена Ленина, Краснознаменной ордена Суворова, Кутузова, 3-й армии 2-го Белорусского фронта. Старшим лейтенантом. Воевал в Восточной Пруссии под Кёнигсбергом и участвовал в битвах за взятие города Берлин. Был демобилизирован в августе 1946 года в результате расформирования дивизии, погиб в результате автомобильной катастрофы 11 июля 1949 года. Путь воина. Был призван военным комиссариатом станции Арысь. Потом его отправили в Москву на разделение на дивизии и армии. Получил орден Красной Звезды за мужество и отвагу во время артподготовки при обработке переднего края противника 11 октября 1944 года. Его орудие вело огонь по контратакующему противнику. За уничтожение восточно-прусской группировки противника 2 апреля 1945 года получил орден Отечественной войны второй степени. Он в битве за деревню Хельнберг уничтожил 3 пулемета и 25 гитлеровцев. Находясь на севере деревни Айзенберг, уничтожил 1 пулемет и 2 бронетранспортера с 15 противниками. 9 мая 1945 года вручили медаль за победу над Германией. Он приехал в город победителем. Байжанов Айнаш, младший сержант и лейтенант, родился в 1912 году в селе Руднико-Чесай. Был призван туркестанским военкоматом, был отправлен на военно-переселенный пункт в Вересте-35. С 29 октября по 17 ноября 1941 года он находился на передовой возле позиции села Дубовенко, западнее обороны города Севастополь. В первом штурме немецких захватчиков показал себя смелым и доблестным солдатом. За годы службы получил орден Красной Звезды в составе воинской части 3 АВП ВВС ЧВ, медаль за боевые заслуги. 28 января 1945 года, 9 мая 1945 года. Получил медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 года по 1945 год. От президента ВС СССР 18 мая 1945 года он выбыл из воинской части УТУ-46А. Он вернулся домой победителем. Спасибо вам за то, что войну мы не узнали, за мирное небо, за свободную землю. Низкий вам поклон до земли. Вечная память героям, павшим в борьбе за свободу и независимость. 9 мая, 9 мая, как свято хранит эта память вечно людская и в сердце народа сохранит. Они живы, пока мы помним, ничто не забыто, никто не забыт.